Для крымско-татарской культуры уходящий год стал насыщенным и плодотворным. С самого начала все национальные эпицентры присоединились к культурному марафону. Эстафету принял и Крымско-татарский драматический театр. Да, и, кстати, в этом году учреждению исполнилось 30 лет. В юбилейный год труппа театра создала более 100 проектов и постановок. Каждое их выступление – произведение искусства. Артисты работают в разных жанрах – драма, трагедия, сказка – и продолжают осваивать новые направления. Репетиции, премьеры и гастроли. У сотрудников Крымско-татарского театра важная задача – сохранить первозданный колорит народа. Эту особенность театр не потерял, несмотря на полувековую разлуку с родиной. В новом сезоне прошла и премьера спектакля «Эке Дульбер Совха Кетер». Это современная интерпретация легенды Арзыкыз. Инсанлар көз яшьнен чыктылар. Зрители приняли премьеру на ура. Никто не сдерживал эмоции и слез, благодарили от всей души за прекрасную игру актеров. А вот и уникальная постановка «Кафестеке Уриет. Свобода в неволе» о всемирно известном ученом-тюркологе, поэте Бекире Чобанзаде. Этот моноспектакль открыл новую страницу в истории национального театра. Фонарь, свиток бумаги, перо, одиночная камера и ничего больше. На сцене около 2 часов играет один актер Эльмар Аблаев, он же и режиссер-постановщик. Интрига, заявленная в самом начале спектакля, сохраняется до финала. Насколько велика личность Бекира Чобанзаде? Богатство его литературного наследия, вклад в развитие других сфер. Все это я пытался передать своему зрителю. Особый вклад в развитие народного искусства вносят творческие коллективы и национальные ансамбли. Они гордо несут свое имя не только в республике, но и за ее пределами. Победители первой национальной премии. Ансамбль крымско-татарского. Заслуженные награды и премия в размере 20 000 рублей. Конечно же, ваши овации! Самые популярные художественные коллективы Крыма проводят около 200 концертов в месяц и гастролируют по всему миру. Недавно ансамбль «Хайтарма» выступил на фестивале крымско-татарской культуры в Турции. Грандиозный, величественный, ритмичный и в то же время утонченный танец. Каждый их номер – это многовековая история народа, в нем вся его красота. У ансамбля «Хайтарма» есть свой клип на песню Эдема Налбантова «Машалла». Видеоролик отражает яркую культуру крымских татар. Это в своем роде маленькая театральная постановка. Каждое движение, каждый взгляд и обворожительная улыбка артистов передает колорит своего народа. Съемки в Евпатории длились 2 дня. Юбилейным год оказался и для Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Учреждению исполнилось 20 лет. В Крымско-татарском музее постоянно работают тематические экспозиции. Что ни день, то выставка. Культурному центру есть чем удивить и вдохновить истинных ценителей искусства. В своих стенах и настолько уютных комнатах он хранит богатую многовековую историю Крыма. Сезон был богатым на события, десятки выставок из Золотого фонда и уникальные показы для крымчан и гостей полуострова, а также знакомство с наследием крымских татар в Санкт-Петербурге и в Турции. У нас есть возможность представить широкой публике работы наших мастеров, показать, какой была раньше национальная одежда крымских татар. Это выставка – итог многолетнего труда. Образцы вышивки и ткачества, медной и керамической посуды, ювелирные украшения, национальные костюмы, изделия из кожи и дерева. На сегодня фонд музея насчитывает более 15 000 экспонатов.
Крымско-татарская культура возрождается, а вместе с ним и весь народ. В развитии участвуют те, кого объединяет любовь и преданность к своему делу. Ежегодная премия «Миллет Мельнига. Гордость нации» дарит общественное признание лучшим представителям народа. Наградили победителей в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре. На гала-концерте собрались сотни людей. Гостей порадовали яркими выступлениями звезд крымско-татарской эстрады и теплой атмосферой праздника. И это лишь начало легендарного возрождения культуры крымско-татарского народа. Телезрители познакомятся с историей главных героев уходящего года 31 декабря в 22:00. Команда Хаберлер, телеканал «Миллет».